Қайырлы комиссиямыз хөрмәтле коллегалар, без Тархан тарихи мәдәни бәйгесенә багышланган матбугат конференциясын башлап җибәрәбез. Добрый день, здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы начинаем пресс-конференцию, посвященную историко-культурному конкурсу Тархан. И сегодня наши спикеры. Дамир Данилович Натфулин, заместитель министра культуры Республики Татарстан, также Рамиль Равилович Рудинов, директор Института международных отношений Казанского федерального университета, и Раиль Равилович Фахруддинов, заведующий кафедрой исторического и обществоведческого образования Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Института международных отношений Казанского федерального университета, доктор исторических наук. Перед тем, как слово передать спикерам, давайте посмотрим видео. История конкурса Тархан продолжается. Впереди третий сезон. Около 400 школьников уже приняли участие в историко-культурном конкурсе, а призеры уже стали студентами Института международных отношений по направлению «История тюркских народов». Абитуриенты, любители истории, внимание! Регистрация уже началась. Участвуй, побеждай и стань студентом Казанского федерального университета. Успей подать заявку до 31 декабря на сайте конкурса. Начни свою историю с Тарханом. Дамир Данилович, ең бірінші болып сөз сізге Мәдениет министрлігінің әлегі проекттағы қатнашы турында һәм гомумән әлегі конкурсның барлыққа келу тарихы турында да сөйлеп кетсеңіз еді. Хайырлы кім, мұхтарам матбугат конференцияда қатнашушылар. Әлігі біз бүгін генә очрашкан идек, безнең милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында йомгаклау турында сөйләштек һәм әлбәттә әйтеп китәргә кирәк, бу ел Тархан тарихи мәдәни бәйгесе, ул әлбәттә аның әһәмияте һәм үзенчәлеге аеруча тирән мәгънәгә ия, чөнки иң беренчедән бу бәйгенең юнәлеше ул иң беренчедән безнең яшьләр, безнең балалар, безнең яшүсмерләр һәм дөрестән дә әйтәләр, тарих белмәгән милләтнең киләчәге юк дип, һәм безнең омтылышлар, безнең максатлар мәдәният белән, мәдәният белүче яшүсмерләр белән бәйле булса, безнең андый бәйгеләрне үткәрү ул безнең өчен зур вазифа һәм әлбәттә бу проектны тормышка ашыру өчен бу безнең партнерларга аерым зур рәхмәтем әйтәсе килә. Ул иң беренчедән Казан федераль университеты, Рамиль Равилович сезгә, Раиль Равилович сезгә һәм әлбәттә безнең бөтен дөнья татар конгрессы. Менә бу проект ул шул менә коллаборация нигезендә ясалган проектның нәтиҗәсе. Һәм әйтеп китәргә кирәк, елдан ел бу проектта катнашучылар саны арта бара. Иң беренче сезонга караганда, менә без бу ел 3нче сезонга киләбез инде, 1 ноябрьдән Алла берса башлана. Безнең 2нче сезонга катнашучылар саны, заявкалар саны, алар 2 тапкырга диярлек арттыра барды. Һәм әлбәттә иң мөһиме ул бу бәйгедә катнашучыларның географиясы да ул киңәя бара. Ул безнең Татарстан белән генә чикле түгел. Мәсәлән, узган ел безнең бүтән төбәкләрдән бик күп катнашучылар булды. ДНР республикасыннан катнашучылар булды. Һәм безнең өчен ул бик мөһим. Уважаемые участники пресс-конференции, в год национальной культуры и традиций значение мероприятий историко-культурного конкурса Тархан, оно кратно возрастает, потому что именно в этом году мы уделяем особое значение мероприятиям, которые
посвящены возрождению, сохранению наших культурных традиций. И, конечно же, историко-культурный конкурс «Тархан» имеет особое место в палитре мероприятий, которые проводятся в Год национальных культур и традиций. Проект «Тархан» – это очень, на мой взгляд, это очень удачный результат командной работы. Конечно, в первую очередь благодарность хотелось бы выразить Федеральному университету, которые поддержали и продолжают поддерживать нашу инициативу, Всемирному конгрессу татар, конечно, телеканалу «Татарстан. Новый век», на котором проводится второй этап конкурса, где проводятся очные мероприятия. И стоит отметить, что результаты этого конкурса мы уже в этом году с 1 ноября объявляем третий сезон данного конкурса. Первый и второй сезон прошли очень успешно. Приятно констатировать, что количество участников и география участников, она из года в год возрастает. Принимают участие участники из других регионов, с наших новых регионов, с ДНР, с Донецкой Народной Республики есть участники. И, конечно, вот этот опыт, который приобретают наши старшеклассники, он, несомненно, пригодится в будущем, и мы видим результаты наших победителей и финалистов прошлого года. Финалисты в этом году при поддержке Министерства культуры, они у нас здесь в зале находятся, получили возможность посетить наши государственные музеи, музеи-заповедники, стали студентами одного из крупнейших вузов Российской Федерации, Казанского федерального университета. Очень хотелось бы, чтобы победители конкурса стали примером для учащихся наших образовательных школ, для всех тех, кто любит историю, гордится своей историей и занимается и интересуется в этой области. Еще раз отмечу, что с 1 ноября начинается прием заявок в третий сезон. Мы очень надеемся, что количество участников у нас из года в год будет возрастать, и количество победителей и результаты наших конкурсов будут еще более убедительными. Спасибо большое. Рахмат. Рахмат сізге. У нас есть еще одно видео. Давайте глянем на экран. Историко-культурный конкурс «Тархан» организован по инициативе Министерства культуры Татарстана и Казанского федерального университета. Для участия на сайт конкурса поступило более 300 заявок. Около 150 человек приняли участие в онлайн-туре. И только 40 старшеклассников из 18 районов нашей республики и Республики Башкортостан были приглашены в очный телевизионный этап. Отбор был сильный. На кону возможность стать студентом КФУ. Знания, желание и удача – вот они, составляющие победы. Позади напряженные игры от восьмушек до финала. Зрители ТНВ, Универ ТВ и Рутуба увидели 15 этапов конкурса, болели за участников и узнавали историю своей страны. Вместе с ведущим, доктором исторических наук Раилом Равиловичем Фахрутдиновым участники обсуждали разные эпохи, вспоминали исторических персонажей. Ведущий вот такой вот. Участвуйте все. Классный конкурс. Было задано больше 300 вопросов. На игру были приглашены более 20 экспертов, кандидаты и доктора исторических наук, специалисты по истории и культуре. В жюри побывал президент Российского государственного гуманитарного университета, профессор-академик РАН Ефим Пивовар. Съемочную площадку конкурса «Тархан» посетил раис нашей республики Рустам Нургалеевич Миниханов. Хармат Экен, Рустам Нургалеевич, мы вас приветствуем на нашем конкурсе. 2 месяца мы работали. Хотите принять участие в игре? Он познакомился с участниками и оценил их способности, а Раил Равилович вручил ему талисман Тархана, фирменную пайдзу. А на финале 6 участников встретились, чтобы определить лучшего знатока тюркской истории. В жюри почетные гости: министр культуры Ирада Аюпова,
Первый проректор КФУ Дмитрий Таюрский, директор Института международных отношений Рамиль Хайруддинов, заместитель министра образования Алсу Асадуллина и декан Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Айрат Сидиков. Вот так насыщенно и интересно пролетели 8 месяцев проекта «Тархан». И вот она, победитель второго сезона. Илюза Исхакова. Огромное спасибо за то, что вы даете такую возможность ученикам участвовать, проявлять себя и получать возможность обучаться в Казанском федеральном университете, потому что многие очень мечтают об этом. Рамиль Равилович, сөз сізге әлегі проекттің миссиясы хақында сөйлеп отырсаңыз дейді хамына әлегі проектта қатнашуға тілеушілер нендей әзірлік узарға тиіш, нендей өзіңіздің рекомендацияларыңызды оларға бере аласыз? Рахмат. Вы, дорогие коллеги, посмотрев эту презентацию, убедились, насколько яркая атмосфера, творческая атмосфера царит на этих съемках. Дело в том, что это не просто творческий конкурс, когда молодые люди соревнуются в знаниях. Речь идет еще и о другом, о воспитании наших будущих студентов. Проходят испытания самого различного плана, направлений. Это не только знание источников, текста, самих учебников истории. Дело в том, что и мы гордимся именно тем, что наших абитуриентов готовят преподаватели. И на сегодняшний день это превратилось в творческий конкурс уже между школами наших районов, городов республики, наших замечательных землячеств. Сама идея, она очень схожа с традиционными конкурсами, которые проводятся и в России, и в мире. Все сразу вспоминают умники и умницы, которые уже на протяжении многих столетий, и выпускники поступают в Московский государственный институт международных отношений. Но мы не стремились войти в эту ассоциацию, мы не делаем копию, это наш собственный творческий проект. И все это благодаря тому, что в Республике Татарстан особое отношение к гуманитарному направлению знаний, поддержка ощущается и историкам, и музеологам, и культурологам. И это взаимодействие, взаимоотношения между академическим сообществом, между учительским сообществом и нашей властью, оно и приводит к таким прекрасным результатам. И мы очень благодарны Министерству культуры Республики Татарстан, его руководству, потому что это наши коллеги, с которыми нашли изначально общий язык. И этот проект получил новый импульс, приобретая все новые и новые грани. Конкурс вместе с тем сложный. Дело в том, что наши студенты, потенциальные студенты, абитуриенты, они проходят несколько этапов, об этом уже сегодня говорили, и я думаю, Райрович расскажет более детально о том, как проходит сам конкурс. Это и заочный тур, и на научных турах, собственно, и проверяется, насколько выпускник школы готов к поступлению в самый старейший региональный университет России, Казанский федеральный университет. Благодаря поддержке республики мы имеем возможность выделить места для поступления, и на безвозмездной основе эти целевые места оплачиваются из республиканского бюджета, поэтому это серьезная поддержка и Казанскому федеральному университету, и Институту международных отношений. Если говорить о том, куда они поступают, это действительно один из самых крупных подразделений Казанского федерального университета, в котором обучаются более 6 тысяч студентов. Институт международных отношений, собственно, и состоит из 3 высших школ. Отдельно можно говорить о высшей школе иностранных языков и перевода. Есть замечательная большая школа востоковедения, так называемый восточный разряд. И вот наша школа, которую представляем мы все, Высшая школа международных отношений и мировой истории, как она ныне называется, она, собственно, и готовит специалистов самых различных исторических специальностей. Мы гордимся тем, что мы, собственно, вышли на уровень
контрольных цифр приема, то есть нам выделяют бюджетные места Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на уровне наших ведущих университетов. Мы соответствуем, собственно, по количеству бюджетных мест и Московскому государственному университету, и Санкт-Петербургскому университету, и Российскому государственному гуманитарному университету, и Высшей школе экономики. У нас вот в эти годы, и в этом году, и на следующий год, и в 2025 году на бюджетные места могут поступать 90 студентов. Но еще 30 с лишним мест выделяет наша республика. И поэтому мы с гордостью можем сказать о том, что вот эта квота республиканская, она пополняется не только вот благодаря этому конкурсу, но и большое содействие оказывает Всемирный конгресс татар, Министерство образования и науки Республики Татарстан, который также приглашает для участия в этом конкурсе представителей самых различных территорий, субъектов Российской Федерации, наших диаспор. Поэтому это очень большой и сложный процесс, но конкурс «Тархан» представляет собой такое яркое, увлекательное зрелище, а самое главное, дети, которые приходят, мы уверены в них, в том, что они стремятся получать знания, они сделали все возможное, чтобы обойти своих сверстников и стать лидерами. Я думаю, что они не потеряются, не затеряются. Мы внимательно смотрим и за нашими студентами, и нашими выпускниками. Многие из них успешно работают в самой Республике Татарстан. Но вместе с тем я хочу сказать, что Казанский федеральный университет – это крупный международный университет. Из более чем 50 тысяч обучающихся 11 тысяч – это иностранные студенты. Поэтому наши молодые коллеги во время обучения получают возможность общаться со своими зарубежными сверстниками, обогащают и языки. И я скажу, что на сегодняшний день в Институте международных отношений мы преподаем 27 иностранных языков. Вот последний введенный, вот стартует в этом году. Преподаватель уже приобрел билеты и вылетает. Мы ожидаем его изо дня в день. Это будет изучение монгольского языка. И вот я обещаю нашим молодым студентам первого курса, что и вам достанется в виде третьего языка, факультатива, монгольский язык. Поэтому ваши знания будут весьма разнообразны. Так что готовьтесь. Но что касается экспертного сообщества, я могу сказать, так как являюсь представителем и председателем отделения Российского исторического общества в Республике Татарстан, Москва очень внимательно, Российское историческое общество, очень внимательно изучает опыт республики проведения этого конкурса. И вы знаете, что целый ряд регионов, субъектов Российской Федерации пытается перенять этот опыт, и что-то вот похожее на наши конкурсы уже возникают и есть в планах целого ряда национальных республик, областей страны. Это тоже показатель того, насколько мы хорошо и эффективно работаем, насколько мы работаем сообща. Еще раз хочу сказать, что у конкурса «Тархан» не только замечательное настоящее, но и прекрасное будущее. Мы, да, стремимся к тому, чтобы было как можно больше участников, но поймите, это все-таки элитарный отбор. Речь идет о том, что есть некое сообщество, которое видит себя в будущем историками, собираются работать в сфере культуры. И это все-таки определенный процент всего сообщества, лучшие из лучших. И мы отбираем и стремимся к тому, чтобы нашими студентами становились наиболее подготовленные и талантливые люди. Меня всегда спрашивают по итогам конкурса: Рамиль Равильевич, а почему именно только финалисты поступают? Нет, мы готовы. И во время конкурса я внимательно приглядываюсь к тем молодым людям. И я вас уверяю, что если в этом году даже молодой, талантливый, но не справившийся со своим волнением или каким-то заданием молодой человек проявит себя в течение конкурса, будут и не только победители поступать, но и участники конкурсов, наиболее ярко проявившие себя, также имеют шанс быть зачисленными и стать студентами Института международных отношений Казанского федерального университета. Рахмет. Рахмат сізге. Раиль Равильевич, сөзін сізге тапсырамыз. Әлеге
конкурстың этаплары хакында күбрәк сөйләп узсагыз иде, кая заявка бирергә мөмкин, нишләргә кирәк һәм иң мөһиме ничек әзерләнергә кирәк? Рахмет. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар, дуслар. Добрый день, дорогие друзья. Вообще конкурс, конечно, для нас очень важный и, я бы сказал, он и волнительный. Для нас, для педагогов, общение с любой категорией обучаемых, учащихся, с детьми всегда является очень таким творческим, волнительным процессом. И в то же время я вот хотел бы отметить, что то волнение, которое происходит в период вот уже очного этапа, как-то к концу оно уже заканчивается, это видно и по ребятам. И если в первые дни съемок волнение у ребят очень сильное, то к концу уже мы входим в такой рабочий режим, и на самом деле там остаются только лучшие. Здесь, пользуясь случаем, я тоже хочу присоединиться, выразить большую благодарность и Министерству культуры, но и вместе с тем, вот я хотел бы отметить и тоже высказать свою признательность вот казанской студии «Альен», представители которых сегодня находятся здесь, с которыми общение, работа во время подготовки этого проекта, проведения проекта. Вот лично я получил очень большое творческое такое удовлетворение, я бы так сказал. Теперь, собственно, о самом конкурсе. Конкурс, с одной стороны, формат конкурса очень напоминает вот эти умницы и умники, но это не копирование, конечно. Такого рода конкурсов проводится здесь, Рамиль Равилович абсолютно прав, они проводятся и в мире, и в России. У нас несколько иная идеология. Это единство тюркских народов, единство культуры тюркских народов. И в соответствии с этим, что особенно нас радует, у нас география расширяется. Хотелось бы, конечно, чтобы этот конкурс в перспективе, ведь когда проводишь какой-то конкурс, всегда прежде всего надо думать не о сегодняшнем дне, а о перспективе, о завтрашнем, послезавтрашнем дне. Мы даже смотрим на несколько лет вперед. Нам бы хотелось, чтобы данный конкурс стал таким, который проводится именно в Казани, стал бы центром притяжения вот тюркской молодежи, да, из ближнего зарубежья, дальнего зарубежья. И вот мы как-то семимильными шагами потихонечку в этом направлении продвигаемся. В прошлом году у нас в заочном этапе приняли участие представители соседней Братской Республики из Башкортостана. Один из них даже прошел финальную часть конкурса, в очную часть. Были представители из Ханты-Мансийска, были представители из Донецкой республики. И причем это не только татары. И если вот в первый год проведения конкурса в основном, да, основная масса были дети татарской национальности, то вот в прошлом году, второй сезон, когда мы проводили, я обратил внимание, что резко возросло количество детей русской национальности, не только русской национальности, из других регионов тоже были, как я уже говорил, да. Это показывает, насколько наш интерес, он заинтересовал, но мы, в общем-то, и надеемся, что вот эта заинтересованность, она в итоге приведет вот то, о чем я говорил. То есть это центр притяжения для тюркских народов не только России, но ближнего и дальнего зарубежья. Теперь, говоря о конкурсе, мы начинаем в этом году с 1 ноября. Заявочная кампания третьего сезона открывается. Будет продолжаться он до 31 декабря. Ну и здесь при этом еще важно вот что сказать, что право стать участником вот уже очного этапа, то есть самого телепроекта, имеют право и победители, участники и победители олимпиад, региональных олимпиад, всероссийских олимпиад по истории Татарстана. И с каждым годом таких у нас участников становится все больше и больше. Ну и мы надеемся, что в этом году у нас участников будет достаточно большое количество. Причем тематика, мы тоже творчески стараемся подходить. Если в первый год мы в основном использовали
такой хронологический подход, да, по периодам, то в прошлом году мы же использовали принципиально иной подход. Это тематический подход, что, мне кажется, вызвало большой интерес у ребят. В этом году мы, взяв за основу тоже тематический подход, мы все-таки несколько расширили за пределы истории тюркских народов и включаем вопросов, собственной по истории России. Почему это сделано? Просто были и пожелания наших гостей, которые из Москвы принимали участие в качестве членов жюри, ну и, собственно, детей тоже, чтобы общие концептуальные вопросы по истории России, они также каким-то образом звучали вот на и заочном этапе, и особенно на очном этапе. Здесь у нас присутствуют наши финалисты, студенты, мы их тоже попросили прийти. Я хочу вот вас познакомить. Причем, да, сразу хочу сказать, что у нас 5 финалистов по итогам прошлого сезона поступили в Институт международных отношений именно по направлению история, профиля истории тюркских народов, но не только. Поступили 2 финалиста у нас в МГИМО, по-моему. Поступили у нас в Институт финансов при Казанском федеральном университете, целый ряд других институтов. То есть, если в первый год количество финалистов, их можно было пересчитать по пальцам, которые поступили в Казанский федеральный университет, то в этом году, конечно, в разы это больше. И в этом плане мы свои, ну, так, обязательства выполняем, как Рамиль Равилович подчеркнул. Тут не только победители, мы идем навстречу финалистам. И я вот хочу представить 2 наших студентов. Это Эмиль Сафин и Шамиль Ханов. Мы им слово будем давать. Мне кажется, ребятам надо дать слово, раз уж они здесь. Прям сидя оттуда можно Так, включите можно сидеть. микрофон, Давай, Эмиль, ребят. начинай. Свои впечатления. Наверное, Или можно вот сюда вот за кафедру. Проходите и микрофон включайте, молодые люди. можно сказать, что Тархан — это прекрасная возможность проявить себя и свои возможности, свои исторические возможности, свои навыки не только на изучение, но также и анализ, и способность к коммуникации, к адекватному анализу, в первую очередь, к стремлению к исторической истине. Конкурс прекрасный. Я считаю, что это была прекрасная возможность не только что-то выучить, что-то выиграть, но и проявить себя на публику как человек, как личность, которая способна к размышлению. Очень сильно благодарен всем, кто участвовал, всем, кто причастен к данному мероприятию. Даже не хочу назвать это шоу, поскольку считаю это более как официальное мероприятие, которое позволяет получить высшее образование в одном из самых лучших институтов нашей страны, это Казанский федеральный университет. Всем очень сильно благодарен, очень понравилось. Спасибо. Спасибо вам. И второй молодой человек тоже, пожалуйста, проходите. Это у нас Шамиль. Фамилия у него такая Ханов. Добрый день. В первую очередь я бы хотел поблагодарить всех организаторов, людей, работавших над этим проектом, ведь он дал мне и многим другим ребятам возможность проявить себя, найти единомышленников и направить себя в вектор развития исторической науки, я бы так сказал. И я очень рад, что этот конкурс развивается, и с каждым годом приходят все более подготовленные ребята, и даже техническая часть становится лучше. Вот я помню, я участвовал в первом сезоне этого конкурса. У нас все обучение проходило на площадке Ачек университет. А сейчас же я вот вижу, появился собственный сайт, и технологическая оснащенность этого конкурса все же стала лучше. И будем надеяться, что все также будет прекрасно развиваться. И спасибо вам за все. Спасибо большое. Да, ребята, как видите, тоже немножко волнуются, но это тоже быстро пройдет. Мы вообще продумываем, как этих ребят использовать уже и в подготовке этого конкурса, и в проведении этого конкурса. Для нас очень важно, что победа в конкурсе – это не самоцель, да?
Ребята принимают активное участие вот в жизни нашего института, в целом университета, но и в научной деятельности. И я думаю, что в этом году мы ребят привлечем и в качестве одних из организаторов, участников проведения конкурса. В каком формате это будет проходить, мы еще продумаем. Минем хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле коллегалар, бик зур рәхмәтемне минем кадерле коллегаларымга да әйтәсе килә. Без инде мәгариф, гафу итәм, мәдәният министрлыгына рәхмәтебезне белдердек. Менә безнең съемочный группа дип әйтик инде, аларга да рәхмәтебезне белдердек. Менә сорауларны жюри агзалары алар 90% менә безнең минем якын коллегалар. Безнең институтта эшли торган, университетта эшли торган доцентлар, профессорлар. Я пользуюсь случаем, мы слова благодарности выразили нашим коллегам и Министерству культуры, и съемочной группе. Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить и коллег своих, которые принимают. Я надеюсь, и будут принимать самое активное участие и в подготовке этого проекта, в проведении этого проекта. Поэтому всем огромное спасибо. Рахмет сизге, и, насколько мне известно, подготовлен еще небольшой интерактив для коллег, потому что вас ждут вопросы первого этапа конкурса, кто хочет принять участие. Там буквально сколько вопросов? 5 вопросов. Кто хочет попробовать себя? Вообще, студия «Альен» — это творческая работающая группа. Они очень часто какие-то фишки придумывают непосредственно перед началом съемок. Я не знаю, как Сейчас проверим. на это реагировать. Но как-то это красиво получается. А можно мне тоже Мне попробовать? кажется, что журналисты Тоже очень интересно. подготовлены у нас, поэтому справятся. Но, если честно, признаваться, и Дамир Данилович тоже подтвердит, как член жюри, вопросы иногда с такой подковыркой, что и мы сами задумывались. Боже ты мой, а как правильно ответить на тот или иной вопрос? Поэтому готовьтесь, господа. Дорогие коллеги, вот эти... Ну, пока не вводят, я объясню. Я прошу, если кому что-то как-то непонятно, помочь. Так, оно вылетает, видимо. Дамир Данилович играл. Если пройдете следующий этап, я Да. вас приму в студенты КФУ. Казанского федерального университета. На бюджет. Да. И будем учить монгольский еще. Так что все впереди. Так, а почему я же нет? вот, например, не знаю, какие имена у кого, как мы будем... Да, нормально? Гульнар, ну, вы поможете, ладно? А как вот дальше? Сейчас я вначале... Ага. Да. Хорошо. Дорогие коллеги, вот почувствуйте себя участниками конкурса «Тархан». Вопросы, иногда вот мы встречаемся, говорят, ну там, наверное, простые вопросы. Вот насколько они простые, вы сейчас увидите. И причем я вот должен сказать, что ребята отвечали достаточно успешно. Это показывает, насколько неплохо и готовят наши коллеги-педагоги уже в школах. Итак, задание очень несложное, ответы тоже непростые, так скажем. Значит, будет вопрос и 4 варианта ответа. Вы внимательно слушаете мой вопрос и, не торопясь, нажимаете один из вариантов ответа. Варианты ответов у вас будут высвечивать на ваших планшетах. Да? Итак, внимание, вопрос, дорогие участники. Какой город не входил в состав Казанской губернии в 1708 году? Варианты ответов. Город Терек, второй вариант Арзамас, третий Касимов, четвертый Соликамск. Время пошло. Выбираем вариант ответа. Так, все ответили? Где мои помощники? Все ответили, да? Правильный ответ мы сейчас будем озвучивать или потом, Гульнар? Итак, все вы приняли участие в первом конкурсе.
Все дали разные варианты ответов. Внимание, правильный ответ. Правильный ответ, конечно же, город Соликамск. Кто у нас правильно ответил? Молодцы. Дайте я тоже посмотрю. Да, потому что... Да. Это вот эти варианты. Да. Ну, я уж, коллеги, извиняюсь, обращаюсь по именам. Мы уж так у нас принято работать со школьниками. Итак, Алсу у нас выбирает 4-й вариант ответа. Лейсан 4-й вариант ответа. Извиняюсь, Дамир. 4-й вариант ответа. Эльмира выбирает 4-й вариант ответа. Аделина выбирает 2-й вариант. Зиля выбирает 3-й вариант. Но здесь Алсу, Лейсан, Дамир получает по 3 балла. Но так как Эльмира ответила самый первый, она получает 1 дополнительный балл. Итого получается 4 балла. Пока у нас Эльмира набирает максимальное количество баллов, я попрошу всех остальных участников конкурса все-таки немножко собраться. Итак, следующий вопрос. Все готовы? Кто был выпускником первой Казанской гимназии? 4 варианта ответа, дорогие друзья. Апраксин. 2-й вариант Татищев. 3-й вариант Державин. Да, спасибо большое. 4-й вариант Потемкин. Итак, кто был выпускником первой Казанской гимназии? Делаем свой выбор. Ну, молодцы. Что ж, вообще достаточно быстро ответили. Правильный ответ, конечно же, Гаврила Державин. Да? Я рад сообщить, что большинство из вас правильно ответили, за исключением Аделины. Аделина, это у нас кто? А почему вы ответили? А? Палец съехал. Ну, то есть, вы уверены, что это был Державин? Да, я вообще не сомневался. Итак, баллы. Количество баллов. Алсу 3 балла. Лейсан набирает, извиняюсь, 4 балла, потому что ответила первый. Дамир набирает 3 балла. Аделина пока 0. Но я думаю, Аделина соберется. Эльмира 3, Зиля 3. Итого, пока у нас по 7 баллов набирает Эльмира и Лейсан. То есть у нас уже наметились некие победители. У нас еще время есть, сколько мы можем здесь? Нет, у нас просто времени мало осталось. Так, значит, 3-й вопрос. Как называлась общепринятая традиционная программа типичного медресе, татарского медресе, татаро-мусульманского медресе XVIII века? Вариант ответов. Побыстрее можно, да? Нас торопит. Булгарская, бухарская, казанская, самаркандская. Непростой вопрос. Как называлась общепринятая традиционная программа типичного медресе XVIII века? Вариант ответов выбираем. Наверное, уже ответили. Не подсказывайте, пожалуйста. Речь идет о системе образования. Да? Да. Так, ответы получены. Здесь немножко разные, конечно, ответы. У нас Алсу выбирает вариант номер 2, Лейсан выбирает вариант номер 2, Дамир выбирает вариант номер 2, при этом получает дополнительный балл по той простой причине. Да, я забыл сказать, что ответ верный, это бухарский ответ номер 2. Аделина выбирает 4-й вариант, Эльмира 2-й. Так, Зиля, это у нас, извиняюсь, это кто? Не успел ответить, да? У нас получает таким образом дополнительный балл Дамир. Ну, как заместителю министра, он обязан быть первым. Быстрее всех отвечать. Я просто был в Бухаре, в Мирараде. Так, ну что, нас торопит. 4-й вопрос. По какой книге, как правило, обучали учащихся медресе грамоте? Варианты ответов. Можно поменять вопрос? По какой книге, как правило, обучали обучающихся медресе грамоте? Варианты ответов: Иман Шарта,
Элифба, Алты Бармак, Саи Юсуф. Пожалуйста, время пошло, отвечаем. Вообще сложный вопрос, я согласен. Вы представляете, как они отвечали на эти вопросы? Не справились. Надо было им дать и проверить. Достаточно. Я что-то не рискнул, была идея, но что-то не рискнул. А вдруг они лучше всех ответят? Так, как результат? Итак, правильный ответ, дорогие коллеги, это Иман Шарты. Это первый вопрос, первый ответ. И, конечно, интересно посмотреть результаты. Но я вас поздравляю, молодцы. Все ответили правильно. Но дополнительный балл получает, как вы думаете, кто? Дамир. Потому что он ответил быстрее всех. Вообще у Дамира 14 баллов. Он у нас, значит, Министерство культуры. Так и должно быть. Так, и, наконец, последний вопрос. Как называлась? Они завершили. Завершили? Так, дорогие коллеги, я вначале озвучу, а потом наши подарки. Итак, победителем сегодняшнего этапа, сегодняшнего конкурса у нас объявляется Дамир, 14 баллов. Вот у нас вообще принято было такой подъем, мы такую же нашему Раису республики подарили. А как же? Нет, большая голова. А я думаю, что быстрее. Сам большая голова, все правильно. Спасибо. Да, Эльмира у нас тоже среди победителей. Это 13 баллов. Так что вы прошли следующий этап. С сегодняшнего дня вы являетесь потенциальным студентом Казанского федерального университета. Попытно. Ну и, наконец, Алсу. Несмотря на то, что... Вообще не удавалось. Нормальная голова. Всех поздравляю. Следующий этап будет объявлен. До встречи в следующем этапе. Ощутили хочется себя сказать. немножко участниками конкурса, да? Это был заочный, следующий будет телевизионный. Готовьтесь, девушки. Отлично. Уважаемые коллеги, у вас наверняка, если есть вопросы, я, конечно, понимаю, поучаствовать в интерактиве, это уже практически окунуться и понять, каково это, тем более, когда уже вручили все подарки. Но алайда, эгерде булган сұрауларыңыз бар екен, рахмет, біздің біраз ғана вақыт қалып бара. Татаринформ Татаринформ. Дилема Баракшина. Шундай сұрау. Тарих бит инде ул киң колачлы өлкә, зур өлкә һәм монда мәктәп программасында тәкъдим ителгән дәреслектәрдә бирелгән мәгълүмат та җитеп бетми торгандыр. Һәм сез мәсәлән тәкъдим итәсезме өстәмә мәгълүмат булган китаплар исемлеге, әдәбият исемлеге? Кемдә булса җавап бирә. Давай, Раиль. Ага, yok, давай. Рахмет сұрауыңыз үшін. Микрофон қабыз. Бегі рахмет сұрауыңыз үшін біздің шыннан да сұрауларыны мына коллегалар турында айтқан едім. Олар бүгінгі күнде біздің мәктеплер үшін 5-ші класстан башлап 11-ші классқа қайыр дәрістіктер шықты, Татарстан тарихы дәрістігі. Мына шул дәрістіктерге тояналар. Осы біріншіден, һәм енді екіншіден белгілі болған кең таралған біздің авторларын китапларын тақдим етеміз. Шул ук революция кадәр басылган авторларны да, бүгенге көндә дә авторларны күбрәк инде кабатлап әйтәм, менә шул чыккан дәреслекләргә таянып, менә шул дәреслек сорауларны әзерлиләр. Җавап бирдемме? Я немножко добавлю. Дело в том, что для учителей республики и тех школ, в которых, собственно, заявились на участие в конкурсе, проводится большая отборочная работа, и сами преподаватели участвуют уже на телевизионных передачах в качестве болельщиков, но и подготавливают, и психологически идет подготовка наших студентов, и это конкуренция внутренняя, они как дети радуются правильно ответу, иногда консультируют, но подсказки запрещены, поэтому это большая серьезная работа не только
наших абитуриентов, но и всего школьного сообщества. Я имею в виду педагогов, мы их так и называем наставниками. Поэтому это большая и кропотливая работа, она затягивает их на несколько месяцев, и эти школы, особенно районы, соревнуются. У нас есть негласная классификация, то у нас Актаныш впереди, то у нас Сабинский район. Вот здесь идет очень серьезная проверка того уровня знаний и компетенции, который есть, собственно, в наших и сельских, и городских школах. Рахмет, тагын сұрауларыңыз болса, құрметті коллегалар. Рахим итеп. Демек, сұраулар бүтән жоқ. Бик зор рахмет, есіңізге düşәбіз. Ертегесі күннен башлап 31 декабрьға хәтле әлеге конкурсқа заявкаларны беруге мөмкин. Біздің қонақтарға бик зор Министерство рахмет. культуры Һәм Республики Татарстан. Үшінші Институт международных конкурсқа старт берілі. Шуңа күрә мұнда қатнашушыларға уңышлар гына телисе кала. Һәм яңа очрашуларга кадәр хәерле микәннәр сезгә. Бесплатно. Это возможно. Прими участие в историко-культурном конкурсе «Тархан». Докажи, что ты знаешь историю и культуру тюркских народов. Заяви о себе в телевизионном конкурсе. Победи соперников и поступи на